На неделе Уфа примет фестиваль «Ломая барьеры». Это новый формат и своего рода продолжение всероссийского форума аналогичного характера. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Алина Хабирова, директор центра «Ломая барьеры». Алина Салимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, предстоит фестиваль «Ломая барьеры». Это новый формат всероссийского форума, который традиционно проводится у нас в столице Башкортостана. Расскажите, в чем новизна нового фестиваля? Наверное, про «Ломая барьеры» можно сказать, что в этом году мы разделили потоки. То есть деловая программа, она будет проходить в реабилитационном центре «Салют», а уже концертная часть, сам фестиваль, он будет проходить в Конгресс-холле. И думаю, что это логично, потому что мы только недавно открыли грандиозный, не только, наверное, в Республике Башкортостан, а и в России, передовой реабилитационный центр «Салют». И в нем, как раз-таки в его стенах, будет проходить сама деловая программа, где как раз будут обсуждать вопросы по реабилитации людей с инвалидностью, людей с ограниченной возможностью здоровья. А на самой большой, скажем так, концертной площадке Башкирии в Конгресс-холле будет проходить уже гала-концерт фестиваля детского творчества «Ломая барьеры». Какие вопросы будут обсуждать? Наверняка и в Конгресс-холле будут какие-то мастер-классы, круглые столы. Вот уже есть, наверняка есть программа. Облегченная программа, она больше задействована именно на детей. Из таких, скажем, таких основных моментов перед самим гала-концертом у нас будет проходить презентация книги Артема Бондаренко. Это наш подопечный. Особенность, наверное, этого события в том, что Артем, он незрячий с детства. И его сборник рассказов «Таежные истории» описывают, ну, помимо того, что какие-то бытовые истории, да, то есть это там радости, победы, какие-то ошибки людей, но, допустим, он описывает природу, да, и то есть очень интересно вот понять, как человек, который не видит природу, описывает ее. Я думаю, что мы в этом году подобрали такое, скажем так, такое разнообразие мастер-классов, что от 0 там, до 20 лет будет интересно, и по различным интересам, да. Например, там, понятно, что там творческие мастер-классы, там свыше 10 различных творческих мастер-классов. Будут спортивные активности. Можно примерить костюм спасателя, настоящего прям спасателя, там, со шлемом, с таким вот, со всеми вот этими атрибутами, да. Будет мастер-класс, если вы собираетесь в поход. Как собрать палатку, как вообще, какие виды костров бывают, как завязывать узлы. Означает ли это, что дети могут прийти и, например, попробовать футбол сидя или какую-то другую дисциплину, да, спорт, искусство, культура, и понять, чем ему хочется заниматься? Да, да, как раз-таки, скажем так, профориентационная направляющая там тоже есть. Есть и инклюзивность в том, что все эти активности, они доступны для людей с нарушением, с какими-то нарушениями, да, вот, и в этом, как бы, скажем так, в этом разнообразии и есть вот прелесть всего вот этого мероприятия, когда подобраны под любого человека эти активности. Алина Салимовна, вот «Ломая барьеры», вы директор этого центра и фестиваль «Ломая барьеры». Для вас вот этот вот фестиваль, который будет проводиться, это как экзамен или подведение итогов? Наверное, и экзамены, подведение итогов, но как я говорю о том, что вот у каждого свой Новый год, да, там у финансистов он там 1 сентября наступает, ну, как бы традиционно у кого-то 1 января, у меня Новый год наступает на следующий день после того, как прошел гала-концерт. Мы действительно на гала-концерте проводим не только красивый концерт, да, с выступлением наших участников фестиваля, но и в то же время мы подводим все итоги. Сколько человек приняло участие вообще в других проектах «Ломая барьер», какие новшества, какие новые инструменты мы стали использовать. Наверняка же есть уже какие-то предварительные итоги. Вот чем запомнится минувший год?
Тем, что мы, например, ввели новый инструмент спорта и физической активности как один из инструментов социализации и адаптации наших детей. Мы до этого использовали два инструмента. Это профориентация и творчество. То есть и вокруг этих двух инструментов строились все наши проекты. Дети там, посещали предприятия, изучали какие-то профессии. Ну вот понятно, что фестиваль, какие-то творческие мастер-классы, узнавали новые виды рукоделия. Вот. А в этом году у нас прям целенаправленно этот инструмент был введен. То есть мы ежеквартально проводим спортивные инклюзивные игры. И они действительно настоящие, инклюзивные. То есть в них участвуют их здоровые сверстники. В этом году мы очень много посетили достопримечательности Башкирии. То есть у нас очень было много походов. Мы очень много гуляем по территории Уфимского ожерелья. Узнаем каждую из ее бусин. Да, то есть это вот какие-то такие этапы. Вот. И как бы намерены дальше продолжать вводить этот инструмент, потому что вот видим хорошие результаты. Какие планы на перспективное будущее, вот на ближайшее будущее? Понятно, что самое главное – это провести сейчас фестиваль «Ломая барьеры». А вот что еще есть? Может быть, какая-то заветная мечта, вот, которую вот хотелось бы достичь? У нас уже есть план на следующий год. Мы хотим развивать инклюзивный туризм. И уже делаем, скажем так, как раз предпосылки. Началось все с того, что когда мы стали выезжать в какие-то такие мини-походы с нашими подопечными, мы поняли, что, в принципе, они уже готовы на то, чтобы выезжать на более дальние расстояния. Потому что для каких-то детишек это действительно целая подготовка. И они уже любознательные, да, то есть они уже научились узнавать заранее, до выезда, да, то есть куда они выезжают. Такая познавательная функция у них появилась. Поэтому плюс мы еще там делаем какие-то мастер-классы, там собираемся в дорогу, то есть они самостоятельно начинают готовиться. И вот на следующий год мы хотим уже развиваться в этом направлении инклюзивного туризма, чтобы они совместно с семьей выезжали. Тут тоже, знаете, очень много полезностей. И мало того, что ребенок сам готовится, но и семья, тоже им нужна разгрузка. Это тоже как своего рода разгрузка для них. Знаете, вот еще несколько лет назад была такая проблема, вот именно тренеры спорта говорили о том, что вот мы готовы тренировать ребят с ограниченными возможностями здоровья, вот пусть приходят. Но именно вот есть вот этот барьер, опять же, когда не хотят. Есть разные причины, то не доехать, то не прийти, то другое расписание. Но мы все понимаем, что у всех этих причин есть только одно. Это вот собственные, может быть, комплексы, собственные страхи и так далее. А вот вы сейчас говорите о том, что дети с большим удовольствием путешествуют, собираются, да. И мы сейчас с вами уже говорим о туризме. Я правильно понимаю, что у нас меняется мышление именно, причем меняется у ребят с детства? Да, совершенно верно. Знаете, когда-то давно-давно, то есть когда только начиналась идея вообще проекта «Ломая барьеры», и изначально хотели работать именно со взрослыми людьми с инвалидностью, но поняли, что они уже выросли в этой парадигме такого, знаете, иждивенчества, мне там все должны, и поработав, наверное, год с этой аудиторией, мы поняли, что, ну, скажем так, пока некомпетентны мы в этом, да, и решили, что мы лучше будем работать прям вот с малышней, с самого рождения. И как раз-таки в этом году и фестиваль 12-й раз проходит, да, то есть те детки, которые к нам пришли в 5-летнем, 6-летнем возрасте, они уже, кто-то уже в колледж поступил, кто-то собирается в институт, они выросли в совершенно другой парадигме. Это социально активные дети, которые не зацикливаются на своем диагнозе. И они открыты к общению и готовы сами вносить свой вклад. То есть некоторые из них даже уже волонтерят на наших мероприятиях. Да, поэтому самую лучшую стратегию, которую мы выбрали, это вот как раз взращивать с самого рождения таких детей. И, конечно, мы работаем с семьями, потому что можно привести ребенка в центр, мы с ним позанимаемся, и если он приходит домой,
более 50% он все равно проводит это в семье. А в семье другая, скажем так, стратегия поведения, да, о том, что да вот, мы там тебя жалеем, там или еще что-то, да, то все наши усилия, они тщетны. Поэтому мы работаем не только с детьми, но и с семьей полностью. И мы с вами еще до интервью говорили о том, что в республике вот создана такая система, именно такой подход, да, где действительно ломают барьеры. И я сейчас говорю не только о пандусах, я говорю о том, что барьеры есть в нашей голове зачастую, что и из других городов в Уфу переезжают люди. Семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. Вот семья Бондаренко, Артем, да, который будет презентовать свою книгу на нынешнем фестивале, они специально переехали из севера сюда, в Уфу? Да, совершенно верно. Есть такая тенденция, что из-за того, что у нас очень хорошая медицинская инфраструктура именно для людей с нарушением зрения, и очень многие как раз-таки переехали к нам сюда, в Уфу. И надо сказать, что находят здесь и взаимопонимание, находят здесь какой-то отклик и находят поддержку, да хотя бы в лице центра «Ломая барьеры». Да, мы любим наших подопечных. Наверное, в этой профессии невозможно работать, если ты не любишь то, что ты делаешь. И я думаю, что они отвечают нам взаимностью. И, конечно, нам очень приятно, когда мы видим результат своего труда. Результат – это вот как раз-таки книга Артема, это выступление на большой сцене наших подопечных. И там очень приятно, когда мы узнаем, что после нашего фестиваля они стали подавать заявки на другие конкурсы и уже на других площадках выступают. То есть мы такой стартовая площадка для того, чтобы уже полностью развиваться и уже развиваться на этом пути самостоятельно. Давайте еще раз для наших телезрителей напомним, в какие числа пройдет фестиваль «Ломая барьеры», как туда можно прийти для того, чтобы посетить все эти мастер-классы. 23 октября в Конгресс-холле Таратау, это Заки-Валиде 2. Вход абсолютно свободный. Мы приглашаем с друзьями, с соседями, с семьями, с коллегами, ну, естественно, с детьми посетить гала-концерт. Он состоит, скажем так, из двух частей в этом году. Первое – это активности с 2 до 3. А с 3 до 4 пройдет уже гала-концерт. Это выступление, притом профессиональное выступление уже наших участников фестиваля «Ломая барьеры». И в этом году у нас девиз у фестиваля «В мире добрых слов». Мы будем очень много говорить о том, что как разнообразен мир, если мы в нем используем добрые слова. Вначале было слово, и с этим не поспоришь. Да. Спасибо большое, Алена Царимовна, что пришли сегодня к нам в студию. Несмотря наверняка на горячий этап подготовки к такому важному мероприятию, мы желаем вам удачного проведения. Мы желаем, чтобы гости, которые придут, нашли себе дело по душе, и чтобы вы действительно Новый год начали с новыми планами, с новыми надеждами. Спасибо. Это была программа «Интервью». Сегодня мы общались с директором центра «Ломая барьеры». Это была Алина Хабирова, я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.